Приветствую всех посетителей моего канала. Приглашаю посмотреть вот это интереснейшее видео о старинных вещах. Музеи являются основными хранителями исторической памяти. Для сохранения и развития традиций в школе небольшого села Исит Хангаласского улуса в Якутии был создан школьный музей. На днях я посетила этот замечательный музей. Заведующая музеем Лотова Галина Михайловна рассказала и показала экспонаты. Школьный музей краеведения мы начали собирать в марте-апреле 2017 года. Начало, вот то, что вы видите, некоторые экспонаты, это еще с того школьного музея, который был в старой школе, который начали собирать Острелин Гаврил Петрович, Павлова Люция Платоновна. Экспонаты старинные мы собираем у населения, они сами отдают, с чем выкидывать на свалку. И мы сами тоже ищем по старым домам, по свалке, можно сказать, везде ищем. Вот, например, у нас ступа старинная 19 века, в которой держали муку, зерно. Это ступа. Это Федоров Ефим Петрович. Раньше он был председателем колхоза, работал долго, в годы войны особенно. И, говорят, очень хорошо работал. Наша деревня, говорят, не голодала в годы войны, потому что засадили зерно и для себя могли муку делать. Так, вот это сельницы, 2 штуки старинные, по фасону они немножко разные, тоже 19 век. Это Снохороя, жил старик, 100 с лишним лет он прожил, Захаров Дмитрий Михайлович. Вот это сид дома. В них тоже можно было ложить мясо, рубить на ней мясо, чтобы делать колбасу. Вот. Это остов якутского седла, 19 век, старинное совсем седло. Сейчас таких, конечно, не делают, всего в государственных магазинах. Это Снохороя нам подарили, Захаров Василий Иннокентьевич. Тут у нас много чего. Вот, например, охотничьи тормоза. Охотники в основном носили, и раньше люди тоже носили, когда не было валенок. Вот эта вьючная сумка, например. Она сделана из кожи. Видите, с какими орнаментом, с какой любовью раньше шили, да? Но она совсем, конечно, старинная, бедная. И ее, например, вот на седло вот так перекидывали с грузом уже, да? Чтобы было все одинаково. Можно было на оленях также возить. Вот. Еще в ранние времена, вот пунтай. Это старинная, конечно, совсем. Она у нас совсем постарела. Из бересты внутри, а снаружи обшитая кожей. Вот, видите как. Ага. И в ней, раньше сильно ведер не было, поэтому возили. Можно было и воду носить, и рыбу, когда рыбачишь, положить. Много чего можно было положить. И ягоды собрать, все можно. Вот, что еще? Вот, например, мы же сейчас носим рюкзаки, но наши рюкзаки удобные. А раньше, чтобы это спину не натирало, они одевали вот так. Это не натирало спину, ничего, да? Груз не натирал спину. Так, что у нас еще старинного есть? Вот это тоже старинная стрела. Можно пострелять, но лука нету. Им что делали? Стреляли, охотились же. Вот. Видишь, она же, видишь, старинная же. У всех было, да? Почти у всех было. Раньше уже не было, не все же. Вот те. Так, для охоты, что у нас еще есть? Вот тут в ней хранили, например, с собой брали порох. Это фляжка воды. Не знаю, 19 век, тоже все это 19 век. Ой, я в ней не знаю даже, что хранили. Тоже видно, воду таскали с собой. Вот. Но она полопалась, конечно, но раньше-то была целая. Вот, что еще? Эти рога, я думаю, это, для изображать звук, например, лося, оленя.
подзывать их, короче. Вот этот утюг мы принесли со свалки. Как вы сами прекрасно знаете, раньше не было электрических утюгов, не было в основном электричества, да? И вот ее открываешь, сюда накладываешь горячие угли и раздуваешь. Но она не закрывается, конечно. Вот так ее делаешь, раздуваешь и гладишь. Сейчас, конечно, она страшная, но ничего, зато... Ну, утюги были разные. Были большие, были маленькие такие, были алюминиевые, которые просто ставили на краешек печки, чтобы она нагревалась, и можно было погладить белье. Это весы, тоже в 19 веке, на них развешивали продукты сыпучие, да? Вот только у нас этих нету. Надо найти эти, как тарелки такие легкие, которые на них стояли бы. Это вот весы называется. Вот. А, весы, да? Весы, да. Вот видишь, это нужно было как-то сюда. Ага. Вот там ложили, и с этой стороны как бы гирьки. Вот, ага. Это еще со старой школы мы принесли. Это тоже там этих верхнего-то нет, тоже видите. Видите, какие цепи разные, да? Вот у этой цепь, да, мелкое плетение, да? А тут видите, как какой-то орнамент, да? Вот, тоже разные. Ну, как бы я вот говорила, что это все старинное, то, как вы сами прекрасно знаете, прежде чем получилась замша, надо ее шкуру выделать, да? И вот этот грибок для выделки шкур. Шкуру замачивали и, как вот показать, эту вот, ну, она чуть пошире была доска, на нее сверху ложили и скребли, чтобы шерсть ушла. Вот. И потом опять замачивали, это уже нудная работа. И вот этот такой скребок тоже. Вот. Это полегче, тут тяжелый. Вот. Видите, его этими накрутили не веревками, как в наше время. Вот. Это все старинное. А чем накрутили? А чем накрутили? Его, это лоза ивовая. Ага. Это, ну, это 20 век, конечно, со старой школы. Это проигрыватель. Вот видите? Сейчас таких и нету, наверное. Вот. Так. Ну, это наша машинка печатная, тоже со старой школы. Вот. Это коммутатор. Это с почты, наверное, взяли. Ага. Так, те времена. Это тоже с почты. А, нет, это дарила это. Галина Христофоровна принесла из дома своей свекрови. А это вот первый с краю, это телефон, да, тоже? Это азбука Морзе, это телефон. Это, как его, все принимали по азбуке Морзе. Ага, да, это старинная, очень хорошая вещь. Вот. Ну, это уже, связь это уже современная, можно сказать. Вот телефон-коммутатор. Раньше, например, вот, например, дома висит этот аппарат, да, ты... Алло, здравствуйте, это почта. Соедините меня, пожалуйста, с квартирой Петровых. И вот они там тебя соединяют, ты опять крутишь, и потом начинаешь свой разговор. Вот такой телефон был раньше. Ага. Это подарила тоже Соловьева Августина Ефимовна. А это кто? Федорова Наталья Витальевна наша подарила. Там тоже есть часы с кукушкой, которые еще постарше. Вот. Это семейная реликвия семьи Хохоловых и Кобызевых. Их привезли с молоками. Долгое время, ну это Валиных привезли, короче, Валентина Дмитриевна привезла. Долгое время у них во дворе валялась. Потом я говорю, Валя, отдай нам музей, говорю. Еще до музея я, кстати, его взяла была. Попросила и вот принесла, отмыла и стоит. Вот весной хочу я его привести в божеский вид. Наверное, покрасить надо. Вот это прихватка. Ведь раньше... Как у нас не было ни плит, ничего такого, это были камельки. И вот, пойдем туда. Вот, например, мы готовим еду. Мы же не можем взять вот горячий горшок, вот так. Вот специальная прихватка именно для горшков, вот таких чугунных. В ней раньше, ну, может, все варили, наверное, да, я так думаю. Вот, например, у нас лапка, ну, ее, конечно, руками возьмешь. Вот такая старинная лапка, такая она тяжелая. Это
Сноховое принесли. Вот тоже Захаров Дмитрий Михайлович. Вот. В старину, как вы сами прекрасно знаете, посуда была глиняная и берестяная, да? Вот и деревянная. Вот, например, такая большая плошка. В ней можно было готовить еду, ну что-то ложить, молоко. Вот. На ней, наверное, я думаю, раньше делали кёрчах, оладушки. Вот это черпак старинный, конечно, он уже все. Ага. Это взбивать сметану, масло. Вот. Вот туесок. Это Соломонова Полина Павловна, ваша прабабушка. От нее. Вот тоже туесок, тут Захаровы тоже дарили. Ага. Так, тут маленький. Это горшок такой. Тоже это маленький тусучок тоже. В ней хранили масло, наверное, в основном. Вот берестяное ведро, тымтай называлось. Видите, оно еще целое у нас в хорошем состоянии. Это сноховое. Истефеева Анна Ивановна, это моя бабушка дарила, наверное. Вот тоже такое, вот тоже такие были ведра маленькие. Можно в ней что-то хранить. Что еще? Вот эти чайники молочник принесла Раиса Афанасьевна. Вот этот, например, подстаканник мы нашли на свалке. Видите, какой у него рисунок, да? Как бы кресты, да? Ага. Вот один подстаканник. Это Наталья Витальевна тоже давала Федорова. Тут у нас лев несет свою добычу, да? Как бы позолоченная, да? А тут цветы, тоже совсем другой формы, других расцветок. Так, что еще? Подсвечник тоже, вот Раиса Афанасьевна. Он старинный, такой тяжелый. Когда-то, видно, золотые были, глазки совы. Так, вот это тоже. Раньше света не было, вот была керосиновая лампа. Мы при ней учились первые года своей учебы, да. Ну, это, я думаю, наверное, это... это ситечкой было. Вот смотрите, какое ситечко раньше было. Дуршлаг как бы маленький. Так, что еще? Вот еще летучая мышь. Это лампа, летучая мышь. Когда не было, ну, света тоже не было. Мы в хатон ходили с этой летучей мышью. Вот тут была, конечно, это стекло было. А сейчас стекла-то нету. Это тоже Раиса Афанасьевна подарила. Так, это гармонь тоже. Это гармонь дарила нам Зося Алексеевна. И есть там наперсток, да? Вот есть наперсток старинный. Это Соловьева Августина Ефимовна дарила. Вот она тоже с какими-то рисунками, орнаментом тоже своим. Но это старинный наперсток, да. А тут это тоже она дарила статуэтку Геракла со львом. Вот самовар подарила она нам тоже Соловьева Августина Ефимовна. Бедная, ну ничего, она в хорошем состоянии, красивая. А вот это мы вообще принесли со старой зверофермы. Ходили на экскурсии с детьми. Здравствуйте, меня зовут Дивцев Диадор. Я учусь в 8 классе и хожу на кружок музееведения, 2-й год. Я очень люблю историю своего села. Вот почему мы с моим руководителем Галиной Михайловной ходим по селу и собираем старинные вещи. И с помощью этого мы собрали музей. Я хочу сохранить эти вещи, чтобы наши потомки знали, чем пользовались наши предки. В 2018 году приезжали ученые от географического общества с Москвы, и наши дети вместе с ними ездили по нашим достопримечательностям, можно сказать, старинным деревням, да, Чуран-деревня, Чуран-база. И вот они привезли вот кусочек отломка от писаницы, и вот на камнях они пробовали сами сделать из природного материала охру, краску. И вот на ней нарисовали всякие дерево там, лапки чьи-то гусиные. И вот видно, что на ней, что эта краска очень хорошо сохраняется. Галина Михайловна, а древние люди тоже этой краской красили, наверное? Да, раньше вот наша старая школа, она всегда, вот старые уборщицы рассказывали, что они ездили на ту сторону, на баркасах. Не раньше желудок не было, были баркасы. Вот они привозили камни и долго варили, и красили полы. И эта краска очень долго держалась. Она прямо в дерево въедалась. Когда там полы меняли, вообще видно было, что краска очень долго держится. Не то, что наши современные краски сейчас.
Пока я работаю, я хочу сделать все-таки музей богаче, собрать побольше материалов, экспонатов, чтобы наши дети, которые учатся в школе, могли своим детям рассказать, что у нас есть, что есть у нас в нашем музее, как жили наши предки, с какой посуды они ели, во что одевались, как стирались, какие у них были телефоны, вот, весы, какая музыка у них играла, на чем печатали. Вот это все я хочу сохранить и еще приумножить и оставить нашим детям, внукам. От всей души благодарю Галину Михайловну за познавательный рассказ. Мы словно на несколько минут оказались в прошлом. Галина Михайловна, продолжайте дальше делать это высокое, гуманное дело. Желаю вам успехов и удачи в нелегком труде. Но на этом мы с Галиной Михайловной не прощаемся. В следующем выпуске мы увидим, как дети с руководителем принесли в музей самовар, стульчик без единого гвоздя и перьевую ручку. Благодарю всех за просмотр. Подписываемся на мой канал. До встречи!